Добрый вечер. Мы в прямом эфире Абхазского телевидения обсуждаем злободневную тему – Абхазия в условиях стремительного распространения коронавируса. По данным оперативного штаба, за последние сутки выявлено еще 99 человек с диагнозом COVID-19. Всего заболевших 2170. Из них в Гудаутском ковид-центре проходят лечение 155 человек. Последние дни пугают. Количество заболевших рекордно для Абхазии. Перед пандемией оказались бессильными даже страны с развитой структурой здравоохранения. Абхазия со своими скромными возможностями пытается противостоять пандемии. Наши врачи в Гудаутском ковидном госпитале самоотверженно борются за жизнь каждого. Основные вопросы обсуждения о мерах правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией, об экстремальных условиях работы системы здравоохранения, о сверхнагрузке на бюджет, о лекарственной безопасности в условиях пандемии. Для обсуждения этой важной темы мы пригласили министра финансов Владимира Валерьевича Делба, главу администрации столицы Беслана Федоровича Эшба, начальника управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Минздрава Абхазии Ахру Ивановича Аджба, депутата парламента Астамура Логуа. Как победить коронавирус и в то же время не оставить наших людей без средств к существованию? Это вопрос, который, должно быть, волнует власть и не только ее. Самое большое количество заболевших на сегодняшний день в столице. Тяжелая ситуация, Беслан Федорович, у вас, и тем не менее вы пытаетесь справиться с этой ситуацией. Я хочу вам дать слово. Расскажите, какие меры вы предпринимаете по предотвращению распространения коронавируса? Добрый вечер, уважаемые члены студии, телезрители. Как известно, 17 сентября вышло распоряжение президента, которое было основано на выработанных предложениях Центрального координационного штаба по борьбе с коронавирусом, и что легли в основу данного распоряжения, которые ограничивают проведение массовых мероприятий, спортивных, танцевальных и так далее, плюс ограничения по проведению свадебных торжеств и других увеселительных мероприятий. Помимо этого, по городу Сухум нами администрацией были предприняты ряд еще ограничительных мер, что касается перемещения в общественном транспорте. Нельзя пока сказать, что все абсолютно выполняется, что в одном, что в другом случае, потому что людей привлечь сразу к такой дисциплине не так просто. Но хотя городские силы практически все брошены на это. Я имею в виду, что если мы раньше, например, силами санэпидемстанции еще добивались успеха в том плане, что кафе, рестораны и другие увеселительные заведения контролируют еще санэпидемстанция, то сейчас она полностью задействована на бригады, которые ездят по забору крови и так далее. Поэтому остается только у нас управление внутренних дел, которое подключено. Они получили соответствующие поручения и занимаются контролем выполнения данных распоряжений. И распоряжение президента, я имею в виду по городу Сухум, распоряжение президента и решение администрации города. Общая ситуация, конечно, она сложная, абсолютно верно вы сказали, сложная, но я бы не сказал, что она критичная, и не дай бог, чтобы она такой стала. По городу Сухум могу назвать цифры. У нас заболевших, подтвержденных на сегодняшний день порядка 800 человек и порядка 950 человек, которые находятся на самоизоляции. Это те, которые подтвержденные, известные, адреса, телефоны, которые мониторятся и постоянно контролируется ситуация. Я, конечно, могу допустить то, что есть и те, которые находятся на самоизоляции, самостоятельно приняв решение, но таковые, таких данных у нас нету. Для того, чтобы обеспечивать такой объем работы по городу, конечно, мы напрямую взаимодействуем с Министерством здравоохранения, постоянно координируем наши действия.
Вот, ситуация, допустим, в инфекционной больнице, все на нее жалуются, но там врачи тоже работают и тоже не с простой нагрузкой. Да. Возможности самой инфекционной больницы и того состава врачей, которые там работают и производят забор крови или там теста, да, то они есть, их можно увеличить, но вопрос пропускной способности, насколько знаю, здесь представитель Минздрава скажет, пропускной способности бак-лаборатории, они не такие великие, не такие большие. Поэтому производится, значит, тест только то количество, которое нам дают. Ну, нам дают, имеется в виду инфекционной больницы. Поэтому есть небольшое, значит, там у нас скопление людей, это не массовое, там, да, понятно, 30-40 человек, которые пытаются в один день сдать, но сейчас там мы систематизировали, организовали очередь. В принципе, люди ждут, ну, чуть больше суток, наверное, да, записавшись в очередь. Ситуация там такая. Помимо этого, значит, было дано поручение организовать дополнительные койко-места для того, чтобы, если вдруг будет рост заболевших, вот как, допустим, Гудаута уже переполнена, но также во всех районах мы приступили и думаем, что к 15 числу, как и было дано поручение, мы его выполним. Еще дополнительно 20 коек-мест в городской больнице мы предоставим для того, чтобы там могли быть размещены, значит, ковид-больные. Также мы сейчас прорабатываем вопрос на базе инфекционной больницы выделить целый этаж, потому что, понимая, вдруг будет рост, еще порядка 30 мест. То есть на город Сухум собственные возможности у нас будут порядка 50 койко-мест для, ну, сложных коронавирусных больных. Медикаментозное обеспечение производится Министерством здравоохранения. Мы подпитываем то, что у нас всегда было базовое, как говорится, обеспечение. Выросли нагрузки, там появляются дополнительные, значит, препараты, которые надо обязательно, чтобы они шли в комплекте с общим, как говорится, да, заболеванием, в смысле ковид-больной, плюс еще какие-то осложнения, которые у него были до того выявлены. Поэтому нагрузка общая все равно растет, и у нас и расходы растут по городскому бюджету именно по медицинскому обеспечению. Все вот эти препараты, они бесплатны? Ну, тест, ПЦР-тест, который сдают в инфекционной больнице, это бесплатно для Да, это бесплатно. Больных? Да, это бесплатно. Да, и еще, ну, если сказать об оперативности реагирования, значит, ну, мы попросил я наши службы этот ролик, который показывают по телевизору, значит, куда обращаться в случае появления симптомов. Тоже, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим горожанам, к жителям нашей страны, смотреть внимательно эти ролики. Сейчас на днях появится СМС-оповещение, появится дополнительная наружная реклама, баннеры, где будут расписаны также контактные телефоны, куда обращаться. Другое дело, да, конечно, нагрузка для тех, кто принимает и обрабатывает информацию и дает те или иные рекомендации или направления. Ну, есть такая нагрузка на наши поликлиники, на участковых врачей. Ну, там тоже будем усиливать работу. Мы понимаем, что есть там некое проседание. Мы это осознаем и работаем над этим. Ислам Федорович, о ситуации в городе мы еще вернемся. Я хотела бы поговорить с министром финансов Владимиром Валерьевичем о мерах правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией, о нагрузке на бюджет. Вам поручено координировать работу здравоохранения, Министерства по налогам и спорам и таможенного комитета. В целом, сколько в нашей стране выделено средств на здравоохранение? Добрый вечер. Спасибо за вопрос. Ну, прежде всего, конечно, хотелось бы сказать об общих расходов государственного бюджета нашей страны на систему здравоохранения. В настоящее время они оцениваются в объеме 1 миллиард 200 миллионов рублей. Судить, мало это или много, как показала практика и время, несомненно, конечно, и безусловно, это не хватает, это мало. Вот. При этом другие системы финансирования, системы здравоохранения, которые имеются в нашей стране, это преимущественно через фонд обязательного медицинского страхования, другие источники, они недостаточны для полноценного функционирования современной медицины. Но с учетом сложившихся обстоятельств в нашей стране, связанных с распространением коронавирусной инфекции, как оказалось, пандемия очень сильно, негативно
повлияло на отдельных лиц, и не только на отдельных лиц, даже на группы населения. И мы наблюдаем, что в нашей повседневной жизни произошли глубокие изменения, значительный экономический спад, беспрецедентную нагрузку испытывают наши традиционные системы экономической и социальной поддержки. Я если позволите, могу привести некоторые цифры о масштабах оказываемой поддержки в настоящее время. С момента начала распространения этой инфекции в органы государственной власти обратилось более 1000 граждан нашей страны с просьбой оказать поддержку, из которых более 500 гражданам была оказана адресная материальная помощь, объем которых составляет более 21 миллиона рублей. Более 300 гражданам оказана медицинская помощь путем оплаты за медицинские услуги, за лечение за пределами Абхазии. Несомненно, в этих условиях бюджетная система, как уже это известно, приняла беспрецедентные меры по установлению приоритетности расходов. Приоритетность расходов, она определена и решениями президента 12 июня, после чего были приняты соответствующие нормативно-правовые акты правительством, в которых установлено, что борьба с распространением коронавирусной инфекции и защита населения от этой болезни становится приоритетной. И в этой связи, по сути, вся бюджетная система полностью ограничила расходы капитального характера. Сегодня в приоритетном порядке финансируются расходы непосредственно на эти цели, которые я сказал выше. Но мы столкнулись еще и с другой проблемой. Приоритетность расходов определена. Сейчас детально обсуждается приоритетность полного и стабильного финансирования этих расходов. Я могу откровенно сказать, с учетом эпидобстановки за последний месяц, у нас в республиканском бюджете ежедневные дополнительные расходы, я повторюсь, дополнительные расходы на рабочий день достигают более 1 миллиона рублей. Это дополнительные расходы, связанные с борьбой с этой болезнью. В этих условиях мы, естественно, начали выделять целевые направления расходов, именно связанных с ковидом, и отдельно расходы на всю систему здравоохранения. Я бы потом, если... А можно подробнее, какие целевые расходы, на что расходуются эти дополнительные несомненно, средства? конечно, несомненно. Система здравоохранения сегодня финансируется по 9 целевым программам, объем который составляет более 270 миллионов рублей. Это расходы, которые не связаны с этой болезнью. Это целевые программы системы здравоохранения нашей страны, которые были предусмотрены бюджетом до начала распространения болезни. Дополнительные расходы, которые понес государственный бюджет, сегодня оцениваются прямым путем финансирования в объеме 55 миллионов рублей. Задачи, которые поставлены в распоряжении от 17 сентября президентом страны и Министерством финансов, они были полностью выполнены. Были найдены источники финансирования, в частности, по увеличению штатных единиц для государственной санитарно-эпидемиологической службы. Они с 1 октября взяты на финансирование. Найден источник финансирования по обеспечению подачи, централизованной подачи кислорода в инфекционном отделении Гудаутской центральной больницы. С понедельника там приступят к работам, и уже через неделю работы будут завершены с установкой оборудования. Были даны поручения по приобретению необходимых лекарственных препаратов, медицинского инструментария и других необходимых средств для борьбы с коронавирусом, на что тоже были изысканы средства. Общий объем
на выполнение распоряжения за вот короткий период достиг 5 миллионов рублей. Я бы хотел вернуться еще к одному поручению, которое указано в этом распоряжении, а непосредственно Министерству здравоохранения выработать предложение по увеличению количества койко-мест в городе Сухум и в районах республики. Ну, об увеличении койко-мест Беслан Федорович сказал в городе Сухум. В районах сегодня рассматривается предложение Министерства здравоохранения об увеличении 10 койко-мест в Гальской центральной районной больнице. Как известно, я уже повторюсь, на общие цели по борьбе с коронавирусом дополнительно, я хочу подчеркнуть, дополнительно было выделено 55 миллионов рублей, среди которых расходы такие, как расходы на приобретение тестов, они будут приобретены в ближайшее время, финансирование уже открыто, обеспечено, расходных материалов. Для Гудаутского ковид-госпиталя. И, кстати, питание бесплатное в Гудаутском ковид-госпитале. Пациенты говорят, что их очень хорошо кормят. И это ведь тоже дополнительное финансирование. Также и постельные принадлежности. Есть другие какие-то, вот, казалось бы, мелочи, но на которые нужны дополнительное финансирование. И я еще хотела бы спросить по поводу, будет ли новое оборудование для дополнительной лаборатории? Да, это очень важный аспект в целях увеличения, значит, взятия и проведения медицинских исследований. Уже профинансирован в полном объеме контракт на поставку оборудования для этих целей. В конце следующей недели оборудование будет поставлено для государственной санитарной эпидемиологической службы. Вот здесь полностью контракт обеспечен, задержек финансирования нет. Отдельно хотел бы остановиться на Центральной Гудаутской больнице. По ним расходы особенные, как вы сказали, несомненно. Мы очень пристально, чувствительно относимся к этому объекту здравоохранения. Значит, несмотря на то, что полностью расходы в начале на содержание больницы предусматривались бюджетом Гудаутского района, но, несомненно, республиканский бюджет масштабно подключился к финансированию. Первые дополнительные деньги были направлены в больницу в объеме 2 миллионов рублей. По потребности начинают финансироваться и другие расходы. Сегодня поступила заявка о продолжении финансирования, общий объем, который оценивается в 6 миллионов рублей. Министерство финансов готово к финансированию, источники есть, ресурсы есть на эти цели. Расходы, из чего состоят, это приобретение кислородных баллонов, приобретение продуктов питания, увеличение расходов на горюче-смазочные материалы, на приобретение дополнительных комплектов постельных принадлежностей. Вот. Ну, вот такие вот текущие расходы. Я бы еще добавил, несмотря на то, что прямое финансирование идет за счет средств республиканского, местного бюджета, здесь еще принято к обязательствам потребность в обеспечении лекарственными препаратами Гудаутской центральной больницы нашим республиканским унитарным предприятием «Абхазфармация», и там объем составляет более 10 миллионов рублей. Вот такая на сегодняшний день, на мой взгляд, достаточно масштабная поддержка, перекрестная поддержка с разных источников оказывается для защиты здоровья населения. Ну, я еще об одном факте хотел бы сказать. Несомненно, здесь необходимо отметить роль наших граждан, соотечественников за рубежом, предпринимателей, которые оказали помощь. Да, несомненно, которые оказали помощь. Помощь была оказана в различной форме. Но именно за счет этой помощи системе здравоохранения удалось дополнительно приобрести необходимое медицинское оборудование, инструментарий, лекарственные средства, общий объем которых составил более 50 миллионов рублей. Целиком система сегодня на
борьбу с коронавирусом, если в целом брать, на сегодняшний день она достигает до 200 миллионов рублей. Это вот целиком по стране. Поэтому Это за несколько месяцев, за последние это вот 4 месяца? с начала распространения этой инфекции, значит, такой объем оценивается. Но я еще тоже хотел бы сказать, что принято особое решение по ежемесячной выплате, дополнительной выплате работникам медицинских учреждений, которые заняты в ковидном центре в Гудауте. Вот. Эта поддержка идет. Персонал и врачи? Будет доплата? Да, она осуществляется. Она уже осуществляется уже 5-й месяц. Объем выплаченных средств составляет 15,5 миллионов рублей. Полностью обеспечена. Сейчас формируется заявка за сентябрь. Вот, мы оцениваем эти расходы до конца года по предварительным нашим данным в 16,4 миллиона рублей. Это вот такие объемы, которые необходимо сегодня уже определять, сегодня уже они предсказуемы. Владимир Валерьевич, для того, чтобы принимать такие экстренные меры, нужны дополнительные ресурсы, нужны дополнительные силы, многочасовая работа. Мне хочется задать вопрос, сколько часов составляет ваш рабочий день? Ну, я об этом уже говорил. Мой рабочий день, он в этих условиях не нормированный, точно так же, как и у многих моих коллег по работе в Министерстве финансов, по моих коллег в правительстве, глав администрации, других ответственных работников. Здесь тот случай, когда каждая минута дорога. Мы знаем, что такое не вовремя получить лекарство, и эта цена слишком высока. Поэтому мы прилагаем максимум усилий, сил, средств, тратим на то, чтобы обеспечивать своевременно в полном объеме финансирование необходимых расходов. Сегодня, кстати, стоит вопрос, Министерство здравоохранения поставило вопрос о централизованном приобретении вакцин против гриппа. Это тоже вопрос рассматривается. Здесь с уверенностью можно сказать, что уже есть хорошие предпосылки того, что мы сможем обеспечить это финансирование. Там тоже объем дополнительный 3 миллиона рублей. Ну вот в таком ритме сегодня строится наша работа. А можно вывести сумму, какие в среднем затраты на лечение одного пациента, больного коронавирусной инфекцией? Я так полагаю, что, говоря об объеме средств и о количестве лиц заболевших, эта сумма может всегда варьироваться. На мой взгляд, здесь более предметно могут оценить специалисты, которые непосредственно фактически отпускают медикаменты, лекарства, делают диагностику. Вот там более четкая и точная калькуляция. Может быть, Ахр Иванович нам скажет. Ваше управление занимается обеспечением медицинскими изделиями и лекарственными препаратами и нашей больницы. Есть какая-то сумма, средняя сумма, вот, которая тратится на больного коронавирусной инфекцией? Добрый вечер всем гражданам Абхазии, всем здоровья. В такое сложное время на сегодняшний день, значит, не только у нас, во всех странах. И тем не менее, значит, несмотря на все, Минздрав со своей стороны делает все необходимое по обеспечению лечебных учреждений, в которых проводится ковид-лечение. И помимо этого даже те, значит, лечебные учреждения, которые не заняты, значит, ковидом. По поводу общей стоимости, которую тратит наше государство для лечения ковид-пациентов в ковид-центре города Гудаута. На сегодняшний день у нас определен ковид-центр, это Гудаутский ковид-центр, на 250 коек. И вы в начале своего, значит, нашего интервью и встречи вы озвучили цифру 155 человек. Это правда. Из них на сегодняшний день 15
тяжелых пациентов, средней тяжести 35. И, значит, по поводу... Ахмед Иванович, вот для всех этих 155 человек есть препараты, чтобы бесперебойно обеспечиваете их препаратами необходимыми? На сегодняшний день больница обеспечена полностью. Там не только препаратами, значит, помимо препаратов, которые необходимы для того, чтобы те осложнения, которые вызывает ковид, это в большей степени легочная недостаточность, сердечная недостаточность и другие, значит, заболевания. Мы, значит, наше государство бесплатно обеспечивает лечение в ковид-центре. Не только люди приходят туда же еще с хроническими своими заболеваниями, которые они до, значит, ковид, значит, положительно они имели. И эти тоже необходимые препараты мы предоставляем. И на сегодняшний день ни один человек не покупает лекарственные препараты, которые находятся в ковид-центре. Я все-таки верну вас к этой теме. Я вас перебила. Есть какая-то сумма, которая По тратится поводу, на значит, я назову вам цифры. Значит, в плане лечения медикаментозного средней тяжести это 30 тысяч рублей на одного человека. Тяжелых 50 тысяч рублей, значит, обходится. Если есть такие состояния, значит, тяжелые, которые требуются введения дорогостоящего препарата, это не всем показано, препарат называется Актемра. Он, да, он до 100 тысяч, 95 тысяч рублей, значит, обходится. Это таким способом введением Актемры мы, значит, вот уже до 7 введений делали. Это очень хороший препарат, который снимает, значит, состояние цитокинового штрома, когда, значит, организм человека, свой собственный иммунитет, он начинает против него работать. И в этом случае, значит, необходимо иммунитет подавить для того, чтобы, значит, стабилизировать состояние пациента. Ну, естественно, там смотрятся показания, значит, для введения, то есть есть лабораторные, значит, необходимые исследования для того, чтобы этот препарат ввести, называется интерлейкин-6. После этого вводится препарат. И к тому, что я говорю, значит, если 50 тысяч тяжелый, если вводится препарат, вот он проходит удорожание. Это только в части лекарств. Помимо лекарственных препаратов, для того, чтобы лечили данных пациентов, значит, в госпитале, нужны определенные средства индивидуальной защиты. Они тоже не такие дешевые. И поэтому, значит, вот в самом Гудаутском госпитале, да, значит, до 100 комбинезонов уходит в сутки. Потому что, значит, врачи, они, значит, постоянно, которые наблюдают за пациентом, имеют потребность, заходят, значит, посещают, значит, пациентов, и после этого эти комбинезоны уже не используют, когда в чистую зону они заходят. И помимо этого, это средства индивидуальной защиты. Помимо этого, лабораторная диагностика. Для того, чтобы лечить пациента и правильно его лечить, нужно иметь определенную лабораторную диагностику. Все необходимое для лабораторной диагностики, там есть определенные виды исследования, гематологические исследования, биохимические исследования. И все это тоже на базе делается Гудаутского госпиталя. Гудаутского госпиталя. Те исследования, которые там не делаются, в Гудаутском госпитале есть определенные, значит, аппараты, которые находятся в Сухуми. Значит, кровь логистически транспортируют сюда. Это в части касаемо прокальцитонина и дидимера. Есть такие виды исследований, которые важное значение имеют, значит, в лечении пациента и выбора тактики его лечения.
Помимо этого, это то, что касаемо значит, стационара, лабораторная диагностика, лечение пациента, значит, лекарственными препаратами, средства индивидуальной защиты для каждого сотрудника, значит, медицинская, который лечит наших пациентов. Там еще дезинфицирующие средства и прочее. Я 50 тысяч озвучиваю, это то, что только на лекарства. И плюс это для тяжелых, и плюс, значит, если средняя Эта тяжесть, сумма может то меняться, если, например, пациент длительно болеет? Ну, значит, у нас средняя занятость коек 14 дней, значит, в больнице стационаре. После 14 дней уже есть сложное течение заболевания, которое может продлиться. Но в основном это 14 дней пребывания. Но на сегодняшний день вот 155 в Удоводском госпитале. Эти пациенты, 155, большая нагрузка на госпиталь пошла, это вот буквально пару месяцев тому назад. До этого, значит, занятость коек в Удоводской больнице намного меньше было. И поэтому у нас вот эти месяца, 2-3 месяца, да, у нас постоянно загружена, значит, больница, вот на сегодняшний день 150, до этого 130. До этого 100, но в этом районе варьируется. И поэтому расход медикаментов он большой, если умножить на 50 тяжелой средней тяжесть, там уже цифра наглядно. Да, серьезная. Я хотела сказать, что если у кого-то из наших телезрителей возникнет вопрос, почему мы сейчас не в масках, все участники обсуждения до начала эфира, все были в маске, но так как и мы, как видите, соблюдаем социальную дистанцию, и как только эфир закончится, мы опять вернемся в свой масочный режим. Я хотела бы, чтобы к разговору включились, Астамур, вы. Народные избранники должны быть ближе к народу. Вот как повлиять на наших граждан, призвать их к ответственности, чтобы они понимали, что многое зависит и от них самих. Да, спасибо, добрый вечер всем. В первую очередь, если позволите, знаете, человеческое такое спасибо хочется выразить врачам, медсестрам, нянечкам, всем тем, кто сегодня, рискуя своей жизнью, на самом деле героический подвиг совершает, работая в том же ковид-центре в городе Гудаута, в других лечебных учреждениях. Мы прекрасно понимаем, что сегодня мирное время, но они вот, так скажем, герои современной мирной жизни нашей сегодня. И от них очень много зависит. И мы, безусловно, должны их поддержать, несмотря мы в Абхазии живем, понимаем все сложности наши внутренние, понимаем низкий уровень заработных плат, как и у всех нас, скажем так. Однако морально надо поддержать их, и вот по-человечески хочется в первую очередь отблагодарить. С этого начать и поговорить, рассказать вам о том, что думают и говорят в Народном собрании. Не один раз мы собирались, проводили встречи, приглашали министра здравоохранения, приглашали Людмилу Скорик, вот в понедельник мы с ней общались в присутствии министра здравоохранения. Конечно, все депутаты обеспокоены ситуацией в стране, не только депутаты, мы живем в Абхазии, знаем, что происходит. И, конечно, наверное, часто достаем наших коллег в Министерстве финансов, звоня за своих избирателей, за людей, которые обращаются с разного рода просьбами. Но я вот, говоря о сознательности наших людей, хочу отметить кое-что. Наверное, милосерднее, скажем так, отзывчивее людей, чем наш народ, сложно кого-то найти. Это я вспоминаю начало этой эпидемии, эти гуманитарные акции, эту благотворительность, которую все вместе мы наблюдали, да, и как люди друг другу старались помочь. Но в то же время, зачем, что греха таить, да, скажем так, в начале этой пандемии очень многие люди, скажем, не медицинского образования, не вирусологи, такие как я, например, и мое окружение, мы тоже скептически относились к этой вирусной инфекции, говорили, разного рода информация поступала, кто-то думал о какой-то конспирологии, что это вот обман какой-то, что этого нет, но на самом деле, видите, столкнулись, и, к сожалению, для нашего небольшого народа те потери, которые мы несем, это, конечно, очень много. И сегодня
вот этому милосердному, доброму народу, который всегда готов стать рядом друг с другом, нам всем вместе надо чуть-чуть сознание свое включить. Надо не из-за того, что мы 5 октября вводим какие-то ограничительные меры, но самим по себе позаботиться о своих старших, о своих родных, о близких, о окружающих нас людях, перестать, наверное, вернуться к старым обычаям, когда мы не целовались когда-то, когда мы здоровались там вот таким каким-то образом. Может быть, мы и к своим традициям в этой части вернемся. Но сознательность – это залог успеха сегодня в борьбе с этим злом. Ну, по-другому это не назвать. И потому, мне кажется, все те ограничительные меры и все те рекомендации, которые нам с утра до вечера говорят специалисты, о которых нам говорят, нам, безусловно, нужно соблюдать. И об этом надо говорить, не стесняясь, не уставая каждому окружающему нас человеку. Потому что не все, видите, я и на себе акцентировал внимание, что когда-то в начале этой эпидемии скептически относился. Но мы видим, что происходит вокруг нас, и потому давайте все-таки будем посерьезнее относиться не только к себе, но и к окружающим нас людям, особенно старшего поколения. Вот и в связи с этим, возвращаясь к Народному собранию, знаю, что коллеги буквально вот сегодня обсуждали вопрос того, что, может быть, и Народное собрание съездило бы в ковид-центр, мы еще там, как Народное собрание, туда не приезжали, посмотрели бы воочию, что там происходит, потому что информация абсолютно разная. Не дай бог еще заразитесь коронавирусной инфекцией. Я думаю, что не так много людей огорчатся, если кто-то из депутатов заразится. Это не я сказала. Я сейчас с юмором говорю об этом, но все же есть и такие мысли. Конечно, по-разному и в парламенте, и в обществе относятся как к ограничительным мерам, так и к, скажем так, вообще мерам, о которых мы рассуждаем. Достаточны ли они, недостаточны. Но, честно говоря, вспоминая там наш сорванный сезон курортный, который начался 1 августа, скажем так, очень сложно однозначно сказать, что было бы правильнее: закрыть границу, не открывать ее. И здесь вот наш министр финансов, наверное, лучше любого расскажет о финансах в стране, и о том, какие потери мы понесли по бюджету. Или надо было сделать так, как мы сделали, а может быть еще раньше. Говоря о Краснодарском крае, вы обратите внимание, 1 июня сезон стартовал в Краснодарском крае. И я вот слежу за новостями, скажем так, сопредельных нам регионах. Вот в Краснодарском крае даже сегодня заполняемость 90-95% отелей. А знаете, с чем связано? С тем, что в России ввели ограничения, закрыли школы на месяц, и люди опять поехали на курорт со своими семьями. И воочию то, что видел на выходных, мы должны сказать правду, что и у нас много туристов, и сегодня много туристов. Вот в Афоне побывал на выходных. Не туристы ведь нам завезли, знаете, по крайней мере, непричастных к вспышке коронавирусной инфекции, потому что это произошло, это ушло от людей, которые пересекали границу и не соблюдали двухнедельный карантин. Опять-таки наши граждане, которые посещают массовые скопления людей. Скажем так, и во время закрытой границы к нам приезжали родственники военнослужащих, и так далее. Я никак не хочу сказать, что это от туристов пришло к нам. Потому что в августе месяце цифры были совершенно другие. Мы говорили о 28 случаев, 20 случаев, 30 случаев. А потом настала пора, скорее всего, нашей осеннего времени, когда мы проводим свадьбы, свадебный сезон так называемый. И тут еще раз повторюсь, может мы вернемся к все-таки каким-то даже традициям старым, перестанем обниматься, целоваться, тем более в такой вот ситуации. Потому нет однозначного, например, ответа, правильно ли мы открыли границу или нет. Здесь, знаете, такой вопрос, палка с двумя концами. А что было бы лучше? Чтобы мы не могли, вы помните благотворительность, которой мы занимались, но каждый второй скоро стал бы просить помощи. Вот такая ситуация могла тоже нас ожидать, если бы граница не открылась. Но открылась она, еще раз, я не увязываю все беды с открытием границы. Весь мир сегодня практически открыт, пока еще. Вот в России споры идут, слушаем,
коллег своих, они говорят некоторые, что а какой смысл закрывать границу, если болезнь она есть, и все с этой болезнью борются во всем мире. Для чего тогда эти ограничительные меры по закрытию границ опять вводить? Потом есть цифры, извините, может быть, я не вирусолог, тем более не врач, однако, готовясь к этому эфиру, мы говорим о экономике, да, в целом. Вот взял регионы, сопредельные нам. Ну, вообще международные организации говорят, что экономика просела мировая на 7 триллионов долларов. Но это серьезные цифры. Если говорить о России, они утверждают, российская сторона говорит, за 2 месяца введенных вот этих, то есть этих ограничений, когда люди сидели на самоизоляции дома, они потратили 7-8 триллионов рублей. Государство потеряло. Вот в Турции, например, Турецкая республика 29 миллиардов долларов вкладывает в экономику, чтобы она не умерла совсем. Грузия говорит о том, что за полгода, первые полгода этого года, товарооборот, внешний товар, упал на 20%. Но это серьезные цифры. Мы не можем говорить, что мы живем в отрыве от всего мира, и у нас экономика по-другому работает, или у нас есть какая-то подушка безопасности, к сожалению. Но нет у нас сегодня таких ресурсов, и из того, что есть, нам нужно, конечно, стараться и помогать людям, и экономику поддерживать, и каким-то образом решать все эти вопросы. Но есть и хорошие вещи, например, которые хочу озвучить. Я с большой радостью, идя сюда в этот эфир, сегодня, точнее, ближе к вечеру, позвонили представители нашей абхазской диаспоры, проживающие в республике Турция. Отдельное спасибо, хочется сказать, руководству Абхазской Федерации культурных центров, Атануру лично Акусба и всем ребятам, кто был задействован, потому что буквально на днях мы получим гуманитарный груз от нашей абхазской диаспоры в размере 300 тысяч долларов груз, где будут лекарственные препараты. Наши вот коллеги тоже знают, рассказывали, друг с другом делились этой приятной новостью. Лекарственные препараты, маски, тест-системы и так далее. И это еще раз показывает, что Абхазия не одинока. У Абхазии есть, слава богу, и в России наша диаспора, которая до этого помогла, и надо, безусловно, за это благодарить своих соотечественников. Ну, вот это хорошая новость, которая хотела бы вселить вот уверенность какую-то в завтрашний день, в то, что мы не одиноки, в то, что с нами есть наши родные братья, сестры, которые проживают по всему миру и стараются поддержать свою страну. И в этой связи хочется еще раз такой, знаете, тезис говорят, что с любого кризиса надо извлекать какую-то выгоду. Может быть, понимая, в какой мы ситуации сегодня находимся, будь то сфера экономики, будь то сфера медицинская, да, может быть, мы какие-то кардинальные меры начнем принимать и все-таки по выходу из этой ситуации получим какой-то результат, скажем так. Потому не агитирую за это, но предлагаю нам всему абхазскому обществу, всем людям здесь проживающим, занимающимся, скажем так, задействованным в государственном секторе, подумать над тем, какие преимущества мы можем извлечь из той ситуации, которая сложилась у нас. Говорят же, вот, ну, когда человек падает, он лучше начинает думать. Вот, может быть, мы теперь лучше начнем думать, да, и все-таки принимать какие-то интересные решения. Кстати, вообще, я хочу вашу мысль в привязке к следующему вопросу министру финансов Владимиру Валерьевичу. Несмотря на то, что у нас курортный сезон начался поздно, насколько я информирована, некоторые показатели у нас опережают в сравнении с предыдущим годом, 2019 годом, несмотря на то, что в прошлом году достаточно благополучная была ситуация и не было коронавируса. Расскажите нам про это? Да, несомненно, на самом деле это так. По отдельным показателям доходной части бюджета мы наблюдаем рост поступлений в бюджетную систему. Это прежде всего один из самых главных видов доходов — налога на добавленную стоимость, который администрирует Государственный таможенный комитет. Там рост по отношению к предыдущему году достаточно существенный. Вот. По отдельным видам налогов, прежде всего это подоходный налог, это связано в том числе и с увеличением поддержки за счет средств бюджета, увеличением заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. Результатом таких показателей, несомненно, я рассматриваю это повышение эффективности администрирования.
Вот здесь надо отдать должное, я тоже об этом говорю часто, работе Государственного таможенного комитета, Министерства по налогам и сборам. Вот это такое четкое взаимодействие, координация между ведомствами позволяет сегодня снижать достаточно масштабный кассовый разрыв и сокращать дефицит бюджета. Если в начале всей этой ситуации мы прогнозировали достаточно большие объемы выпадения доходов, то сегодня они уже, ну, на мой взгляд, усилиями, которые принимаются там органами власти Абхазии, достаточно существенно сокращены. Если говорить о 2 миллиардах в начале, то сегодня это оценивается в 1,6 миллиардов рублей. А вот если по отношению к состоянию на 1 октября, то мы сегодня недополучили в бюджетную систему 767 миллионов рублей. Это беспрецедентное, несомненно, для истории финансовой системы Абхазии такое сокращение доходов. И в этой связи я уже говорил, какие бюджетной системой принимаются меры. Определена приоритетность, определена повышенная ответственность за эффективность использования бюджетных средств, определены непосредственно сами приоритетные расходы, определена приоритетность полного и своевременного финансирования. Вот такие меры, такие условия позволяют пока сегодня находиться вот в такой ситуации. Здесь, говоря о средствах, которые направляются дополнительно на защиту населения от коронавирусной инфекции, я хотел бы сказать, что это абсолютно не освобождает, и так не произойдет, обязанность государства по финансированию других расходов, прежде всего текущего характера, то есть так называемые защищенные расходы, это социальные выплаты, это, несомненно, выплаты заработной платы. На сегодняшний день, вот у нас сегодня 9 число, по всей стране 60% фонда оплаты труда за сентябрь месяц уже выплачено. Кстати, абхазское телевидение вчера получило заработную плату. Такого не было давно. В такое время мы получали заработную плату. Мы предельно внимательно относимся к таким видам расходов. Дело в том, что фонд оплаты труда состоит в том числе из отдельных видов налогов, которые в него включаются, которые поступают в различные уровни бюджетной системы, в том числе и во внебюджетные фонды. Средства, которые направляются на выплату заработной платы, с них происходит отчисление, в частности, хотел бы сказать об одном фонде, в пенсионный фонд. Вот там быстрые накопления дают возможность своевременно выплачивать пенсию. Вот это вот ускорение прохождения средств через систему, оно вот сегодня пока сдерживает те обязательства, которые мы, полагаю, что в обязательном порядке будем обеспечивать на 100%. Беслан Федорович, следующий вопрос ко всем участникам обсуждения, но хочу сначала услышать от вас ответ. Есть люди, которые предлагают крайне ужесточить ограничительные меры. Другие же предлагают найти баланс, спасти людей от болезней и в то же время сохранить экономику. Ваше мнение? Спасибо, это очень важный вопрос. В прошлый раз, когда мы были в студии, мы его как раз-таки не пропустили, да, не оставили без внимания. Конечно, нужен баланс сейчас, учитывая, да, у нас идет рост по заболеваниям, но говорить о том, что все, наступил кризис и надо включать все ограничительные меры, например, я бы говорил бы сегодня это с осторожностью, да, потому что у нас показатели стали меняться, экономическая активность, мы уже говорили об этом, да, вовлеченность людей в бизнес, в экономические процессы и другие, которые дают возможность денежному обороту, поступлениям, значит, платежей, с которых мы с вами получаем зарплаты и все остальное. То есть крайняя мера, она, конечно, нужна, и тогда надо понимать, что мы в итоге получим от этой крайней меры. То есть мы получим временный спад, а потом в случае включения, значит, снятия ограничений, что мы получим? Да, он будет расти, но завести экономику, я еще раз повторю, не так просто. Мне специалисты не дадут мне соврать. То есть вот этот очень непростой баланс держать очень непросто. Да? Вот говоря об ограничительных мерах,
мы вот очень стараемся тонко наблюдать. Я уже говорил о том, что у нас в городе штаб организован. Да? В начале этой недели мы проводили совещание с руководством школ по городу Сухум. В принципе, те цифры, которые были до того, пока мы провели совещание, да, они держались неделю. Вот мы провели в понедельник совещание. Сейчас следующий понедельник, то есть это там, через пару дней, мы проведем совещание и посмотрим, сравним цифры. Конечно, в этих цифрах могут быть расхождения, но они несущественные, чтобы они не давали ясность картины. Да? Например, сейчас это отсутствие преподавателей и учеников. Я сейчас пошел по школам, потому что это очень важная тема, она очень активно обсуждается у нас в городе, в обществе, вообще в принципе, что делать со школами. Да? Вот, есть несколько предложений, но посмотрим на показатели в понедельник, я бы так сказал. Вот, закрывать школы или не закрывать школы. Если тенденция сохраняется такая же, которая она была на прошлой неделе, то, наверное, будем рекомендовать оставить этот режим пока до начала каникул. Каникулы у нас будут 26-го, запланированы с 26 октября. Можно их сдвинуть ближе. Но еще раз повторяю, только мониторя ситуацию. Может быть, в понедельник мы увидим цифры, которые, это по посещаемости, я имею в виду, и по состоянию преподавателей, которые приходят на работу и не числятся ни у нас, ни где-либо еще в качестве людей, которые должны быть на самоизоляции или заболевшие. Да? Ну и плюс ученики, конечно, по тем, которые данные у нас есть, я могу их, это не так много учеников, которые официально сегодня болеют, это и младшие классы, и старшие классы. Их не так много по городу, это нет даже 100 человек, если так сказать, да? Официально те, которые заболели. Вот. Ну и такое же количество приблизительно, кто находится на самоизоляции. Но количество непосещаемых, вот к общему количеству, значит, школьников 8600, у нас не посещает порядка 2500. То есть это вообще другие цифры по отношению к заболевшим или тех, которые официально находятся на самоизоляции. Это означает, что родители не пускают детей в школу, боясь, что они заразятся. Вот. Ну, есть и такой подход. Но никто не говорит о том, что они не выходят из дома, они не ходят по улицам, не ходят в магазин или куда-либо. То есть нельзя сказать, что мы в школу, школа является рассадником, допустим, заболевания, да? Потому что те меры, которые сегодня предпринимаются, тоже известны. Термометрия на входе, постоянная дезинфекция в классах на всех переменах и генеральная уборка после всего учебного дня. Да? Это все производится, но и сказать, что там именно оттуда идет, мы этого такого тоже. Но и исключать это тоже нельзя. То есть это что касается школ, ситуация такая, мы ее мониторим. Хочу вот для телезрителей тоже сказать. На следующей неделе будут выполнены, значит, нами выработаны, основываясь на то, что будут нам говорить директора школ, учителя, основываясь на их рекомендации, ту динамику, которую мы будем иметь в цифрах, тоже будут даны рекомендации для того, чтобы принимать решения. Или мы, значит, сдвигаем каникулы ближе, то есть назначаем их раньше, для того, чтобы разрядить ситуацию в школах. Но говорю еще раз, что по мнению специалистов, отдельная эта мера ограничительная, она может не дать, в принципе, может даже никакого эффекта, потому что никто дома не сядет, если у нас не будет по стране или по городу строгий режим ограничительных мер, который был тогда. То есть вот в этом смысле это так. Вот. Поэтому вот мы же с вами говорили о балансе, об экономическом балансе, об социальной обстановке, держать баланс, допустим. Те же детские сады, такая же история. Там, где мы видим резкий рост, допустим, у нас 3 детских сада закрыты, 10 работают, там ситуация стабильная. И школ, все знают, что 4-я школа у нас закрыта, в 3-й школе начальные классы тоже закрыты, имеется в виду на карантине. В остальных ситуация мониторится. Да, она непростая, она вызывает опасность, но она не сдвинулась с этой точки дальше. Ситуация мониторится. Поэтому я вот не знаю, наверняка существуют в мире какие-то определенные, наверное, стандарты, когда наступает какой-то определенный момент, когда надо вводить жесткие меры. Все, стоп и встали. Но обязательно надо просчитать, что мы получим в итоге. Ну вот весной у нас были ограничительные меры, и вот министр финансов говорит, что минус 700
800 миллионов Ну, в бюджете. вы знаете, вот хорошо, что они, наверное, тоже были. Мы уже имеем с вами этот опыт, да, и он тоже дал свои плоды. Мы сразу не получили, не были готовы к такому распространению. Здесь мы взяли паузу, немножко собрали сил, как говорится, ее встретили. У нас был уже ковид-центр в Гудаутах. Мы запаслись какими-то препаратами, там какой-то масочный режим у нас тогда уже был. Понимаете, это всему, как говорится, так вышло, всему свое время. Я знаю, что так выражаюсь. Но сейчас мы уже понимаем, с чем имеем дело, какие ресурсы от нас это требует. Человеческих, кстати, что касается медиков, об этом уже было сказано, да, поблагодарили. У нас и на самом деле они работают почти на износ. Вот сейчас мы в городе говорил я, что мы 50 коек-мест, да, планируем. Но извините меня, те врачи, которые сюда сегодня ездят в Гудауту на дежурство из Сухума, им придется здесь оставаться. А кто поедет в Гудауту тогда? То есть здесь и рассчитывать вот эту цифру там 30 тысяч или 50 тысяч на одного пациента, а трудозатраты людей, которые там должны работать, их цена тоже существует. И самое интересное, что этих людей пока мы будем сейчас из центральных аппаратов включать. Вот завтра, несмотря на то, что в субботу, мы будем проводить финансовое совещание. Я уже думаю о том, что как нам насытить, правильно, как говорится, выразиться, обеспечить эти же палаты и эти же койки уже санитарками, техничками, докторами, которые будут их вести. Вот в чем дело. Туда уже, все знают, вот здесь Минздрав может подтвердить, что наши доктора из Сухума, так же, как и со всей республики, ездят на дежурство. Потом они возвращаются, потом они на изоляции, и так далее. Ислам Ильич, вы работаете круглые сутки. Мы недавно видели видео, когда поломка водопроводной трубы, и вы там ночью находились в 11 часов. Это на самом деле чрезвычайная ситуация. Я хочу извиниться перед нашими горожанами, потому что это произошло то, что не должно было произойти. Получили проблему там, где она не должна была возникнуть. Сложно заглянуть, что там на 6-метровой глубине. Когда вскрыли, получили вот такую ситуацию, которая силами все службы подняты по городу Сухому. Вот только сегодня к вечеру удалось локализовать. Ребята, честно говоря, до 5-6 утра по горло, не по пояс, а по горло, стоя в воде, пытались остановить то, что произошло. После того, как вскрыли под замену, образовалась непредвиденная утечка воды и пошло. И вот пока весь город не перекрыли, что водопроводы, что канализации, ее невозможно было остановить сутками. Но я уже уверен, что сейчас мне докладывают, тем как сюда, я сам был там, слава богу, локализовали, скоро появится вода в кране, и все, она будет стабильна. Проблемы коммунального хозяйства – это другая тема для обсуждения. Я сейчас увела вас от основной темы. Я хотела услышать позицию Ахра Иванович по поводу ужесточения, крайне ужесточить ограничительные меры. Что вы скажете по этому поводу? Ваше мнение? На сегодняшний день уже, руководством, что приняты те ограничительные меры проведения массовых мероприятий, торжеств, в первую очередь надо его соблюдать. Дело в том, что мы каждый день видим количество выявляемых позитивных ковид с положительным результатом. И это говорит о том, что вообще мировая практика, при введении ограничительных мер один человек может заразить от 6 до 10 человек. Это когда есть ограничительные меры. Вы понимаете, массовые мероприятия, когда большое количество людей, если больной пациент попадается среди этого торжества, вы понимаете, сколько человек он может заразить. На первом этапе нужно делать то, что принято руководством, и те предписания, которые и Минздрав делает, эти предписания нужно, соблюдать. Вопросы, связанные с границей и прочие, это нужно ставить на второй план. Сегодня мы с теми сложностями, которые есть в плане пациентов, сложности я говорю в том плане, что у нас сегодня количество пациентов растет. И это на сегодняшний день мы справляемся с силами государства, своими силами. Те пациенты, которые находятся на стационарном лечении, эти люди получают полностью обеспечение необходимое.
Помимо этого еще люди находятся на амбулаторном лечении, амбулаторное лечение, там значит, пациенты, значит, те, которые находятся в амбулаторном лечении, это решает врач. Есть и степень, которая не всегда, может он бессимптомно пройти. Может быть там необходимы лекарственные препараты, там небольшую сумму может занять. Значит, те пациенты, которые не нуждаются в госпитализации, врач его не направляет. Он должен находиться на дому. Самоизоляции. Это главное. Да. Мы уже почти час в эфире. Я хотела, уже надо завершать наше обсуждение, и я хочу услышать ваше мнение вот по поводу, насколько необходимы эти жесткие ограничительные меры и как найти этот баланс, чтобы спасти наших людей, защитить наших людей от коронавирусной инфекции и в то же время сохранить экономику. Ну, я считаю, что меры, о которых мы здесь уже говорили, которые приняты, да, до распоряжения 5 октября и так далее, это, ну, на сегодняшний день, мне кажется, это достаточно. Плюс надо сказать то, о чем говорил мэр города Вячеслав Федорович. По школам, по детсадам, наверное, ситуация будет показывать сама, какие ограничения дополнительно надо вводить. Но помимо всех этих ограничений, друзья, мы должны еще раз вернуться к своему сознанию и сказать друг другу, что это серьезное заболевание, это серьезная инфекция, это вирус, который может погубить большое количество людей. И просто быть более сознательными, носить маски, не обниматься, не целоваться, значит, лишний раз, может, еще раз повторюсь, вернуться к своим каким-то старым традициям и говорить об этом с утра до вечера всем, кто нас окружает. Только самосознание наших граждан плюс героическая работа наших врачей может спасти нас в этой борьбе с этой болезнью. Другого выхода я не вижу. Я не считаю правильным закрыть всю страну и завтра остаться без рубля денег на существование. Тогда вопросов будет еще больше у каждого из нас друг к другу. И мы не будем тогда получать и вовремя заработную плату, и пенсии, и с утра до вечера друг друга будем просить, как же, значит, обеспечить своих детей, свои семьи и так далее. Потому я считаю, что, еще раз, те ограничения, которые введены, должны исполняться, строго исполняться. Никому не должно быть разрешено нарушать эти, значит, ограничения. Слышим разного рода разговоры. Кто-то свадьбы хочет проводить, кто-то не хочет переносить какие-то корпоративные мероприятия. Друзья, все это можно успеть в будущем. Сегодня жесткие ограничения, которые надо соблюдать. Если мы будем соблюдать вот эти меры, которые ввели с 5 октября, уже результат будет, конечно, здесь, будем через 2-3 недели. Что, да, через 2-3 недели. Результат. Не такое мы проходили, слава богу, и народ выстоял и выжил. Все будет нормально. Мировые державы ломают свою голову найти ответ на вопрос, спасти людей от болезни, сохранить экономику. Но мы, абхазы же, уникальны. Вдруг нам удастся найти некое решение этой проблемы. Перед тем, как завершить наш прямой эфир, я хотела бы спросить у министра финансов его мнение по этому поводу. Ну, несомненно, здесь дилемма стоит у многих, в том числе мировых держав, что спасать: людей или экономику. Людей – это сегодня, экономику – это жизни будущих людей. Тех же людей. Да, несомненно. Поэтому вот здесь как никогда надо найти эластичность, надо найти золотую середину, взвесить, оценить все. И я хочу присоединиться к мнению, я так полагаю, это, наверное, общее консолидированное мнение, что введенные меры ограничительные, конечно, их надо будет со временем оценить, дать им провести мониторинг и после этого делать соответствующие выводы. Мы, как все понимаем и знаем, что здоровье населения – это самый важный, ключевой фактор, определяющий человеческий капитал. Это вот зачем стоит будущее. Поэтому я призываю тоже к тому, чтобы мы придерживались рекомендациям, которые устанавливают специалисты. Это очень важно. Это требование, это не желание отдельных лиц, это желание для безопасности наших граждан.
Спасибо большое. Пора уже завершать наш прямой эфир. Я благодарна каждому, что вы нашли время, пришли и обсудили очень важную тему. Аналитики финансовых организаций заявляют, что пандемия стала тяжелым бременем для экономики. По данным на 1 октября абхазский бюджет недополучает 700 миллионов рублей. В сложившейся ситуации каждый может внести свою лепту в оздоровление ситуации. Носите маску в общественных местах. Пользуйтесь дезинфицирующим средством. Соблюдайте социальную дистанцию. И будьте здоровы. Это актуально как никогда. До свидания.